Это «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. «Якутия вперед» — республиканский кадровый конкурс, который может стать трамплином для многих управленцев, возможность вырасти профессионально и открыть для себя новые горизонты. Нынешний старт муниципального и отраслевого отбора объявлен с 15 апреля этого года. В целом о конкурсе мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Василий Миронов, ректор Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия. Василий Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу начать издалека. С чего начинался конкурс и вообще какие его основные цели и задачи? Ну, действительно, республиканский кадровый конкурс «Якутия вперед» — это ключевое звено единой системы кадровых резервов Республики Саха-Якутия. В прошлом году соответствующий указ главы республики был подписан. И республика имеет достаточно значительный опыт проведения таких кадровых конкурсов. Это с 2009 года. Впервые это было проведено в апреле 2009 года в формате республиканской деловой игры «Министр». Далее это была трансформация в конкурс, кадровый конкурс «Таланты Якутии». И в прошлом году впервые проведен в формате «Якутия вперед». За время проведения этих кадровых конкурсов более 15 тысяч участников было. Там около 230 человек были назначены по итогам конкурсов в кадровые резервы, управленческие резервы, да, и более 130 назначений на должности в госсекторе было. Действительно, этот конкурс является основным механизмом на текущий момент пополнения резерва управленческих кадров Республики Саха-Якутия. Это не только государственная муниципальная служба, но и управленческие позиции в госучреждениях, госпредприятиях. В основном кадры для формирования такой управленческой команды, да, для этих целей конкурс проводится. И в основу конкурса заложен принцип меритократии. То есть это власть достойных, да, когда на управленческие должности подбираются наиболее способные, компетентные, талантливые люди. Ну и в прошлом году, если коротко сказать, у нас в «Якутия вперед» финал кадрового конкурса прошли 104 человека. И по итогам финала, эти все 104 человека прошли дистанционный отбор и очное оценивание личных профессиональных компетенций, и 25 человек, они попали в резерв управленческих кадров. А кто в целом может принимать участие в конкурсе? Это исключительно управленцы? Вообще у нас, если по критериям к участникам, да, смотреть, это, конечно же, граждане Российской Федерации, которые имеют высшее образование, уровня специалитет или магистратура, и в зависимости от уровня резерва, на который они в дальнейшем будут претендовать, включение, да, это уже ценз возрастной и управленческий. То есть это высший уровень резерва, это возраст до 55 лет и управленческий стаж не менее 5 лет. Базовый уровень — это до 45 лет возраст и не менее 3 лет управленческого стажа. И перспективный уровень — это молодежь, да, до 35 лет. Там уже управленческий стаж не требуется, а такой критерий — это работа в текущей организации не менее 2 лет. Василий Сергеевич, а какова программа конкурса в этом году и вообще сильно ли она отличается от программы прошлых лет? Вообще конкурс многоэтапный, и несколько направлений существует того, как в нем принять участие. Есть понятие отраслевой отбор. Это когда претенденты проводится конкурс в рамках одной отрасли. Это проводит, как правило, курирующая отрасль министерства и ведомства. Муниципальный отбор — это когда отбор проводится уже администрацией муниципального района или городского округа. И есть открытый отбор, когда вообще любой желающий, соответственно, отраслевом — это работник отрасли, муниципальном — это на территории того или иного муниципального образования. И есть открытый отбор, в рамках которого могут принимать участие не только жители республики, да, но и из других регионов тоже участники. В прошлом году у нас такие участники были. В целом в рамках открытого отбора это 3 этапа ключевых. Первое — это подача заявок, соответственно, это заполнение анкеты резюме на кадровом портале команды Республики Саха-Якутия. Второй этап — это дистанционный, он представляет собой набор различных тестов. Тоже на кадровом портале у нас проходит тестирование. И третий этап — это очный финал. Очный финал у нас проходит, в прошлом году он проходил на базе
Малой академии наук Республики Саха-Якутия вот, в Хангаласском районе. Вот. В этом году также планируем примерно в том же формате программу. И она вот у нас, как вы отметили, 15 апреля стартует муниципальный отраслевой отбор. И в августе, с 1 августа будет стартовать открытый отбор. А итоги когда будем подводить? А финал будет в октябре, и, соответственно, до конца октября мы вот планируем провести очный финал, определить победителей, которые уже будут включены в резерв управленческих кадров. С 15 апреля стартовал отбор частичный, это, я так понимаю, муниципальный и отраслевой, да? А вот как подать заявку для тех, кто хочет принять участие? Ну вот муниципальный отраслевой отбор, соответственно, надо будет обращаться там, да, в то или иное министерство и ведомство, которое курирует, да, или администрацию муниципального образования. Там сроки у нас, получается, ну, достаточно вот часть апреля, половина апреля, май до июня, да, вот они могут проводиться. Там уже само ведомство, министерство определяет формат, да, проведения. Мы общие рекомендации даем. А вот в рамках открытого у нас есть, ну, мы как раз доступна будет страница для подачи заявок, вот, а заполнение анкеты резюме, соответствующие прикрепления подтверждающих документов, это будет на кадровом портале Республики Саха-Якутия. То есть все дистанционно можно подать, загрузить документы, дистанционное тестирование, отбор пройти и вот уже в октябре планировать приезд на очный финал. Василий Сергеевич, я уверен, что муниципалитеты, представители отраслей, министерств, ведомств отправляют на конкурс лучших из лучших. Кто их оценивает? Ну, да, к оцениванию мы подходим очень ответственно. В прошлом году большая команда экспертов, которые работают, имеют большой опыт в области оценки персонала, принимала участие. Это были и у нас приглашенные эксперты федерального уровня, которые принимают участие в таких конкурсах, как «Лидеры России», то есть иных конкурсах, да, вот платформы «Россия – страна возможностей», с крупными корпорациями работают, да, в плане оценки персонала. Ну и наши региональные эксперты-оценщики вот Высшей школы инновационного менеджмента и Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи принимали участие. Ну и это, конечно, обеспечивает объективность, беспристрастность, да, то есть, ну и, конечно, уровень повышается. Если федеральные эксперты тебя оценивают, и обратная связь соответствующая. Ну, я уверен, что «Якутия вперед» — это конкурс не просто для галочки, это, вот, как я вначале сказал, что действительно трамплин в большую карьерную жизнь. Кого-то можете особо отметить из выпускников? Ну, на самом деле, конкретно тоже выделять сложно. Вот прошлый год даже возьмем, если вот в новом формате «Якутия вперед», да, у нас победитель конкурса «Якутия вперед» в прошлом году стала Нюргуна Афанасьевна Соколова. Она стала Министром образования. Да, министром образования и науки в республике была назначена. Также из финалистов прошлого конкурса у нас заместителем министра экономики Купарова Диана Терентьевна стала, заместителем министра промышленности и геологии Андросов Антон Иванович. Ну а если вот в историю уходить, там деловая игра министром, конечно, тоже у нас известных там выдающихся управленцев много. Вот, ну, к примеру, привести Павел Маринович, да, сейчас генеральный директор компании «Алроса», тоже победитель игры министр. Дмитрий Глушко, да, в свое время он вице-президентом был, потом замминистра просвещения федерального министерства, да, сейчас ректор Мордовского госуниверситета. Вот. Ну и действительно, вот у нас сейчас среди членов правительства очень много выпускников игры «Министр». То есть буквально мы сами себе формируем, Да. так скажем, те, кто будет формировать политику в регионе. Да, наша управленческая команда вот как раз это выходцы из наших кадровых конкурсов. А есть ли еще примеры тех, кто, вот, допустим, окончил либо деловую игру «Министр», либо «Якутия вперед» и активно работает за пределами нашего региона, ну, кроме Дмитрия Глушко? Ну, на самом деле, вот мы такую работу сейчас активно, так сказать, цель конкурса не только вот, да, как формирование действующего резерва, но и налаживание таких социальных связей, формирование сообществ. И они, конечно, с друг другом общаются. Мы вот тоже, я сам вот участник игры «Министр» 2016 года, активно с друг другом общаемся и, конечно, реализуем те или иные проекты. И вот тех, кто у нас сейчас в Москве, Санкт-Петербурге проживает, коллеги, среди них есть вот участники кадровых конкурсов, с которыми мы они и возвращаются на определенные управленческие позиции, когда
как сказать, Родина назовет, и когда их компетенции нужны в республике. Василий Сергеевич, а чем испытания конкурса этого года будут отличаться от прошлого? Я же уверен, что вы что-то новое в любом случае придумали. Ну, да, в прошлом году отзывы участников были такие положительные, и форматов, ну, вот как раз очной части, да, это оценивание было в разных форматах, и, допустим, это пары, да, парами люди, индивидуальные были работы, групповые дискуссии в разных форматах, то есть это активно менялось формат, и, конечно, они вот между этим мастер-классы были, развивающие такие лекции, вдохновляющие от спикеров. Это все тоже в этом году будет. Ну, я думаю, что программа не менее интересная будет. Но формат такой все равно не менее насыщенный. И, конечно, обратная связь, чтобы максимальные коллеги вот тоже ее получили в виде рекомендаций. А так вот ключевая модель компетенций государственных гражданских служащих, она в этом году также остается. Да? Те ценности и компетенции, которые мы ищем в людях, готовых там работать в госсекторе, они остаются неизменными. Василий Сергеевич, а как насчет молодежи, которая принимает участие в конкурсе? Какой средний возраст конкурсантов? Но в прошлом году, если взять финал, то 56% участников это были люди в возрасте 35 до 45 лет. Ну, то есть уже такие состоявшиеся специалисты, молодежи там было меньше. То есть это все-таки такой уже конкурс не молодежный, а как раз конкурс управленцев, да, которые уже определенный опыт работы имеют, либо люди, которые только начинают свой управленческий трек. Но молодежь все равно вовлекать надо будет? Конечно, да, они участвуют. Вот у нас перспективный уровень до 35 лет. Как раз для молодых специалистов самое время начинать управленческую карьеру свою. Василий Сергеевич, ну в заключение я предлагаю что-то пожелать тем, кто хочет принять участие в кадровом конкурсе. Ну, тем, кто уже определенное желание появилось, наверное, пожеланием будет отбросить сомнения. Конечно же, все распланировать рационально, потому что конкурс длится вот с апреля по октябрь. Вот, необходимое время для этого выделить. И, конечно же, это кадровый конкурс – это возможность оценить себя, оценить свои управленческие компетенции, свой потенциал, вот, получить рекомендации от экспертов и, конечно же, наладить такие социальные контакты, расширить свои социальные связи. И, конечно же, возможность войти в управленческую команду Республики Саха-Якутия и внести свой вклад в развитие страны и родного края. Поэтому ждем вас на конкурсе. Ну что ж, могу только присоединиться к вашим пожеланиям. Мы будем, я уверен, следить за ходом конкурса. Василий Сергеевич, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До новых встреч.